Бөлелікмен азиз телесерджілер бізім сабамыз девам ете. Әлбетте Милет телеканалы уянды. Мен белесем бұтын Қырым енді уянды. Бөле хаберлер информациялын тақымымыз олып кешті. Ұнытмаңыз азиз телесерджілер, бізім хаберлеріміз әр вақыт жанлы бағда чықмаға башладылар. Ve сізге ең тазе малюматларыны белелер. Әлбетте біз бұл студияда болынамыз. Саба программасы девам ете. Ve бізім студиямызда мұсафырлеріміз бар азиз телесерджілер. Мен ise өз тарафымдан оларын таныштырмаға ашықам. Хаберлеріні сейреттік, ярымадамызда нелер олып кешті. Шым десе келіңіз, ярым адамызда яшаған инсанлармен таныш олайық. Бұл güzel студияда біз әлбетте қаршылаймыз бөлі мерақлы инсанларыны Руслан Зекерияев ve Рустем Алиев. Да, бұсы КВН тақымының ойыншылары. Бұны эпсіні өңгенежекміз. Как вообще началось ваше утро сегодняшнее? Очень, видите, как тяжело утром разговаривать. Очень тяжело. И вот, в принципе, так вот. Рустем? В принципе, у меня всегда отдельная история. Я встал, выпил кофе, и вот так началось мое утро. Интересно. А вообще, вот как у КВНщиков, оно у всех начинается по-разному или все-таки у вас так же, как и у всех простых людей? Ну, начнем с того, что КВНщики это не то, что какое-то там отдельное... Это не греческие боги. Да. То есть, такие же обычные люди, руки, ноги, глаза. То есть тоже очень тяжело вставать по утрам. Начнем с того, что график очень тяжелый, там репетиции какие-то, ну, я сейчас лукавлю, сейчас репетиции. И вставать, ну, как обычно, да, встаем, то есть просыпаемся, как люди встают. Ну, обычно люди как встают, то есть просыпаешься, ноги наверх поднимаешь, руки раздвигаешь, то есть, ну, как обычно люди. Делаешь зарядку. Да. Кувырок. Потом 3 раза ха-ха говоришь и встаешь. Да. Вот. Ну, интересно. Кроме КВН, чем вы еще занимаетесь? Учитесь, может? Но... Рустем учится, насколько я знаю. Нет, я закончил в этом году университет Шукралая. Сейчас работаю. А если не секрет, где работаешь? Ну, помогаю родителям пока что. Хорошо. Руслан? А налоговая смотрит сейчас, нет? Все хорошо, не буду. По-разному, там, тут, то есть. Вот. А КВН, значит, ваше конкретное увлечение? Серьезное такое хобби? Или все-таки заработок? Нет, ну, КВН и заработок — это вообще разные вещи. Это как плов с грибами, там, не знаю, как дощечка и вода, вот. Да, параллели хорошие проведены. Помимо КВН, вот официальной работы, да, которую вы сейчас стесняетесь перед налоговой назвать, вы чем-то другим зарабатываете на жизнь, я не знаю, ну, работаете? в КВН это такая вещь, которая подразумевает под себя, то есть после там различные, может быть, какие-то юмористические проекты, может быть, ну, то же самое, там, проведение мероприятий, вот, то есть, ну, ведем мероприятия, отсюда тоже какой-то заработок имеется. Тоже 40 свадеб подряд в месяц. Да. Машалла. Месяц 40 подряд? 40 бывает, там, ну, тут. Вы на двоих? Тяжело, но мы справляемся с этим. Ага, интересно. А давайте, если мы перейдем все-таки ближе к КВНу, ваша команда, расскажите о ней. Сколько человек, чем живете, чем занимаетесь? Ну, давай, Рустемчик, расскажи. Ну, в данный момент мы являемся членами команды КВН «Крымские татары». Вот, у нас в команде 8 человек. Чуть громче можно говорить. У нас в команде 8 человек, да, все задорные, потешные, с юмором такие ребята. Иначе быть не может в КВН. Да ты и сам все знаешь, Али. Да, я знаю, да. Вообще, давно вы начали увлекаться КВНом, заниматься? Сколько мы в КВН лет уже? Уже порядка 5 лет, да? 4-5 лет. Ну да. Вот, и мы начали играть, я начал играть со 2-го курса, подобрал талантливого человека себе в команду. Интересно. А первая ваша игра, какая она была? Я, как сейчас помню, это студенческая лига КВН ТНУ. Да. Мы первый раз вышли на сцену. Да, нас учили, как держать микрофон, мы вообще ничего не знали. Вообще ничего не знали. Как ходить, там тоже учили в сцене. То есть все, ну, полностью с нуля, вот эти вот азы все стандартные, КВНовские, которые там нужны. Насколько мы знаем, вот КВН, если посмотреть в более серьезные уровни, да, там премьер-лига, высшая лига, там все быстро, динамично. А в Крыму КВН
Он такой же динамичный? В Крыму КВН на данный момент я, конечно, ничего плохого сказать не хочу, но немного хотелось бы лучше, конечно, потому что альтернативы, как кроме Крымской лиги КВН, в Крыму играть негде. Вот, и Крымская лига, она, так сказать, показывает некий уровень, но хотелось бы немного повыше. То есть я понимаю, что не только от лиги зависит, но от команд тоже, потому что в Крыму команд так таковых сильных, прямо, чтобы на слуху прямо не были. Были раньше, но сейчас вот прям вот таких вот, к сожалению, у нас нет. Вот я понимаю лигу, то есть очень сложно подготовить там какое-то множество конкурсов за короткий период времени, но я, конечно, желаю, чтобы у нас это было. Поиграть не только приветствие, но и музыкальный конкурс. И куча других Стем со конкурсов. звездой. Стем со звездой. Интересно, а кого бы вы пригласили в Крыму в Стем со звездой? Несменных ведущих, вот Олег Тюрина, его пригласили. Как бы в вашей команде вы меня еще не выкинули В через принципе, команду. мы можем просто сыграть стем, и уже будет стем со звездой. Стем со звездой просто Да. взять вот из деревяшек, сколотить вот звезду и... Ага, Просто придумают. Да? интересно. КВН — это шутки, да? Вы придумываете шутки. Может, какие-то интересные моменты, когда вы собираетесь? Есть самые яркие воспоминания от этого? Знаете, у нас вся жизнь очень такая яркая, веселая. Вся жизнь состоит из интересных моментов. И как бы не обязательно нам собираться специально для того, чтобы писать шутки, чтобы эти моменты были. А сами пишете шутки? Да, сами вот этой рукой. Ну, что касается его, да. Да, стараемся сами писать, но, конечно же, в лигах постарше, там, в телевизионных лигах без авторской помощи будет очень сложно. Очень. И нет команды такой, да, которая играет выше премьер-лиги, ну, в телевизионной, там, центральная лига даже, может быть, первая лига Москвы. Там все команды поддерживаются авторами. То есть без этого сложно. Мы вот, у нас относительно где-то полгода назад, может даже месяца 4-5, в студии находился Сергей Мульт, и вот он говорил, что он в свое время был автором сборной Питера. Вот Возможно. у вас, Как это проверить? как это проверить? Ну, Может, он наверное, жил в Петербурге. Хрусталеву можно позвонить. Давай. Вообще, сейчас вот у вас дальнейшие планы на КВН, на ближайшее будущее какие? Играть, писать новые шутки, играть в Крымской лиге. Очень хотим поехать снова в Сочи, на сочинский фестиваль. И Это же будет какой сочинский фестиваль? 50, если я не ошибаюсь, 57-й? 28-й вообще-то сочинский А, фестиваль будет. 57 лет КВН, да? 57 лет КВН. Сейчас 55. Ну, я на 2 года 56. вперед говорю. То есть ваши планы на высшую лигу на 2 года вперед, да, уже Именно прописаны? так, да. Ага, интересно. Сейчас, чем живет команда? Я так понимаю, игр еще нет. Чем занимаетесь, чем живете? Шутки новые пишете, собираетесь? Да, собираемся, пишем новые шутки, готовимся к осеннему сезону, скоро начнутся игры. Вот. Надеемся, что мы победим, да, Руслан? Ну, конечно, да, мне так интересно, как ты все это рассказываешь. Да. Пишем новые шутки. А вообще, вот вы все-таки говорите, что сами пишете. Соблазна никогда не было найти какого-нибудь автора, который бы вам все писал? Или у вас все-таки название «Крымские татары», тяжело найти автора для крымских татар? Не, на самом деле автора не... Как тяжело разговаривать утром опять, да. Найти автора не сложно, сложно найти финансовую поддержку для авторов, потому что все авторы, как правило, они берут очень много денег. То есть там не в рублях идет, и даже не в долларах. Вот, в И тенге. даже Да. не в евро, в тенге. В узбекистанских суммах. Вот. И, ну, тяжеловато, конечно. А так, соблазны, конечно, если бы даже их и бы не было, то без авторской поддержки очень тяжело. Вот. В Крымской лиге что нужно, чтобы победить? Что там, морковь нужна? Да, Деревяшка, и Деревяшка. шина. Вот, 3 вещи вот эти. а еще не забудь этот посох. И посох. Да. Посох. Морозовский. Дед Морозовский, так это финал уже сразу на зимний. Если финал, подожди, там другие вещи нужны. Там нужны кокошник еще был. Кокошник, да. Ну, на самом деле, да, что нужно для победы? Нужно терпение, труд и влияние. Много на репетиции времени уходит? Все среднем так- свободное время. Так как мы работаем... Всё свободно. Так как мы работаем, у нас свободного времени нет, да? Ну, в основном вечерами, да, зависаем и вот так вот. Ну сколько времени? Вот действительно, вот игра, например,
вот игра сегодня, да, там до этого сколько вы дней должны готовиться, чтобы в эту игру войти в таком режиме? Предыдущая вся неделя. Ну, в любом случае, да, предыдущая неделя до Днями, игры. ночами, минутами, часами и так далее. Я понял. А редакторы вас сильно режут? В Крымской лиге, честно говоря, не особо. Вот мы играли в лигах постарше, там жестко было. Там именно резали нас. Ну, там подготовка, редакторский просмотр идет за неделю до игры, то есть 7 дней. И ты на каждый день готовишь новое выступление. И они вырезают, и с каждого выступления потом собирают тебе цельное выступление. Я считаю, что это очень хороший пример, да, так будем говорить, хотя все редактора это знают. Но в Крымской лиге режут как? Если, то есть по своей прихоти ничего не режут, если не смешно, они вырезают, если не подходит, вырезают. То есть, ну, редактора такие же люди, как и мы, и я их очень поддерживаю. Понятно. КВНщики, вы знаменитые, да? Крым вас знает. Ну, Когда вас... Когда вас видят, что говорят? Или сфоткаться? Автографы там попросить. Ну да. Ну, обычно говорят, что можно ли сфотографироваться, да. Я вот, да, пересказал слова. Но, как бы честно... говорил? Ты же говорил. Я. Ты говорил. Я говорил, да. Да, и мама. Фотографировать. Да. Ну, так я не знаю, я бы не сказал, что мы сильно популярные там. Ну, вас люди узнают? Ну, иногда, да, узнают. Ага. А вот, например, да, вы говорили, 40 свадеб за месяц. Ну, конечно. На свадьбах как вообще? На свадьбах узнают, да. Ну, конечно, человек с микрофоном, его трудно не узнать. Мы такие одни на свадьбе. Бабочки с микрофоном. Я понял. А ничего не рекламируете? Вот как КВНщики. Занимаемся рекламой, да, и, ну, всяких предприятий, может быть, частных, может быть, городских. Вот недавно сняли миллион реклам тоже, да. Нет, просто Миллион вот, 200. знаете, в свое время один из участников вашей команды был замечен на рекламе на центральном рынке. Тандырная самса. Ну, это вообще пик карьеры этого человека, я скажу. Бывший участник нашей команды. И бывший это капитан. Это настоящий. Это настоящий капитан. Был замечен, а он до сих Да. пор там находится? Нет, уже Вот, нет. Уже нет. Ну, видишь, уже не такая же. Да, но тогда это был большой скачок для него. Не, на самом деле, да, двигаемся, развиваемся, снимаем рекламы. Сейчас будет, не буду говорить спойлер, сейчас готовим новый юмористический проект. Вот. Не буду говорить, что это, как это скоро появится на телеэкранах Да. всей вселенной, и я думаю, это будет Так что хорошо. смотрите на телеэкраны. На телеэкраны, Да, обязательно включить, да, эти Где-то рекламы? появится это. Мгм. Какие вообще, вот я шутку как бы в КВН не видел, сейчас хочу вам ее такую задать. В свое время, когда пара по парам пригласили к себе на стем со звездой новых русских бабок, они задали вопрос, вот ты в КВН играешь, университет закончил, тебе 28 лет, ты работу найти не пробовал. Вот на будущее у вас какие планы? Ну все-таки КВНом ведь невозможно всю жизнь жить. Какие у вас планы? Чего бы вы хотели помимо КВНа? Порш хотел бы. Но как на этот Порш Пончик зарабатывать? хочу. Что? Пончик. Пончик? Да, дальновидный план. Более приземленно. Просто я реалист. Заземление присутствует, все. Хорошо. Ну, сегодня вы находились в нашей студии, и хотелось бы от вас каких-нибудь пожеланий для наших телезрителей. Я уже там песню как-то готовился. Давай. Я же стих Ну, готовил. давай стих тогда рассказывай. Я так не могу, мне нужен стул. Ну, хочется пожелать приятного дня нашим телезрителям. Всего самого хорошего, позитива, чтобы у вас всегда было хорошее настроение и просто радуйтесь жизни. Радуйтесь жизни. Руслан, И мне, ну, в принципе, Ну да. я присоединяюсь к словам вот, моего товарища Рустема. И от себя хочу пожелать вам, что самое главное – здоровье. Да, берегите себя, близких, и тоже неотъемлемая часть нашей жизни – это оставаться человеком в жизни. Оставайтесь человеком, любите друг друга и развивайтесь, не стойте на месте, двигайтесь вперед. Чоқ сау Сау болыңыз келгеніңіз үшін, біздің сабамызды гүзеллештіргеніңіз үшін сізге муаффақиятлер тілейміз, ве ішлеріңізде Алла ярдәмчі болсын. Надеемся, вы скоро выиграете и в Сочи поедете. Все, сіз де сау. сау болыңыз. Бойлелікні урметлі сейіржер, біз яйнымызны девам етеміз. Біздің невбетекі рубрикамыздың чықышы енді азырланды. Келіңіз сейретейік, аджиба не үшін Әлбетте. сіздің диққатыңызға.